Равшан. И матч начался. Так, тут, видимо, очень обильно поле полили. Дождя не было на протяжении, ну, как минимум, уже первых дней этой недели. А тут в центре такие лужи заметные образовались. Ну, ладно, пусть будет ощущение того, что прошел освежающий дождик накануне для футболистов. Хотя это, конечно, удивительный момент, конечно. Уходит мяч в аут. Команда ИМТ играет у нас в светлой форме, белой с красными рукавами, и в такой сине-белой форме, более темной, у нас команда Равшан, Таджикистан, который сейчас мяч и достанется. А вот кто выполнит аут, только сейчас в этом мы можем убедиться, потому что два игрока мимо проскочили. И Йосов выполнил вот мяча, и сразу реакция бурная. Вновь мяч покинул пределы поля. И теперь уже готовится Назаров, Холмурод Назаров, вести мяч в игру. Катится мяч сейчас в центр. Оказался он бесхозным. И что-то вот пока очень суетливо складываются первые мгновения этого поединка. Говорить о том, что футболисты нервничают, совершенно нет повода, но пусть еще довольно короткий отрезок игры пройден, но многовато суеты. Ни одной из команд взять мяч под свой контроль не удается. Очередной аут, вот уже третий, за неполные 2 минуты. Ну и пока вот на этом непродолжительном отрезке игры некоторое преимущество игровое ознаменовывается у Равшан. Да, удастся ли Гиосову, да, добрался он до мяча, но капитану отдать пас было посложнее. Так, ну, кто-то из вас тоже, я думаю, слегка так удивился. Номер 32 числится в заявке у голкипера, но здесь под 69-м номером вратарь. Игрока с таким номером среди запасных не числится. Но, опять же, вот это к тому, что матч идет в промежуточном этапе, да, в межсезонье, в перерыве. В общем, наверное, такие моменты случаются. Не будем особо на них заострять внимание. Перевод налево. На своей половине с мячом футболисты Равшана. Чуть было не остановлено. И вот сейчас игроки МТ были близки, да, и будет мяч у них. Марина Крупская дает свисток после того, как на газоне оказался Андрей Вукманович, которого не по правилам атаковал футболист Равшана. Ну и, в общем-то, немногих я игроков не назвал в составе МТ. 7-й номер Алекса Сенич, 8-й Алекса Цветкович, 33-й Вук Цирик. Закончил, наконец-то, я с составом команды из Сербии, отвлекшись на игровые события, ну и вот эти небольшие такие нюансы с номерами. Зрителей, ну, давайте признаемся, что для такого турнира и в летнюю горячую пору в целом неплохо. Ух ты, какой удар плотный получился сейчас у игрока белградской команды. Смотрим повтор. Очень длинный такой получился полет мяча. Большое расстояние до ворот. И тем не менее, по сути, все-таки прямой удар Джордж Басанович нанес. Кипят страсти у нас уже в самом дебюте этого поединка. Но это и болельщики стараются. Отчасти их голоса тоже слышны. А вот перехват в центре поля и атака сербской команды. Не проходит прострел в штрафную или даже уже во вратарскую. Но тем не менее, по сути, сейчас самый яркий эпизод игры. Болельщики увидели. И ИМТ получает право на угловой. Басанович отправляется его выполнять.
Такое ощущение, что какой-то особенный вот звуковой коридор такой, потому что по ощущениям зрителей гораздо больше, чем видно их на трибуне. Такая соответствующая звуковая поддержка. Ничего не извлекли из стандартного положения футболисты команды, которую тренирует Самвел Аваков, но он исполняющий обязанности тренера. Так же, впрочем, как и у Равшана, тоже главный тренер не смог оказаться в Екатеринбурге. Это Али Масуд, и за него отдувается Аманшон Солдатсайров. Попытка заброса мяча в штрафную площадь футболистами команды из Таджикистана заканчивается тем, что соперник берет мяч под свой контроль и нарушает правила игрок команды из солнечного Таджикистана. Вот, кстати, Равшан переводится как светлый. Ух, как было задумано неплохо. Вот большой свободный коридор. Мяч был отправлен, но добраться до него игроку команды МТ не суждено. Так, а вот тут уже первый на мяче голкипер. Голкипер Равшана. Смотрим с вами повтор того, как активно здесь сыграл в отборе Владимир Милославлев, но дальше уже мяч стал добычей голкипера. Так, вот, кстати, по 32-м номерам играет полевой футболист Салам Шурмамадов. И мы его уже могли видеть в деле. Вот здесь опять видим мяч. Прыгал по небольшой лужице, но довольно заметный. И вот хороший пас на ход. Но в то же время внимательно и очень спокойно здесь действовал Вукаманович. Вот и он, 15-й номер этого футболиста. Вот он, пас вперед на Бахтиера Зарипова, на счету которого 2 гола в чемпионате Таджикистана. И его имя больше всего скандировали болельщики в Екатеринбурге на матче с Уралом. Регулярно, причем, можно было слышать это имя. Хорошая подача и мяч в воротах ИМТ. Вот вам образцово-показательное выполнение стандартного положения. То, чего сербская команда сделать не сумела чуть раньше. Ликование болельщиков, ликование футболистов и игрок, который забивает на наших экранах. Это Самуэл Афори. Афори оформляет первый гол таджикистанского Равшана на этом турнире, на Кубке Инопрома. И повтор. Взятие ворот. Выпрыгнул великолепно, никому не позволив даже задеть мяч, для того, чтобы не сумел Афори переправить мяч в ворота команды, который защищает Виктор Плавич. Уже 4-й мяч ИМТ пропускает на этом стадионе, именно на поле Академии футбольного клуба «Урал». Состоялся 2-й матч турнира, в котором команда из Сербии встречалась с Кызылкумом из Узбекистана. Напомню еще раз, 0-3 ИМТ уступил. Быстрый гол — это самый быстрый гол Кубка Инопрома 2024. До сегодняшнего матча 19-я минута числилась в качестве. Вот сейчас хорошая передача головой такая получилась, целенаправленная. Не часто увидишь такие пасы именно головой, да, не скидочки, не оставления, а хорошая такая выверенная передача на партнера. Другое дело, что приходится сейчас мяч водить из аута Джорджи Басановичу. Никто не открывается, но вот в центре есть один совершенно свободный игрок. Заброс классный и скидочка головой чуть назад. В целом все выглядело
довольно симпатично, но завершение не последовало. Сумеют ли сейчас футболисты Равшана организовать успешную контратаку? Не получается пока, но не оставляет попыток Гийосов мяч отобрать у соперника. Простите, Зарипов. И вот даже удар, да, далеко створа ворот, но тем не менее уже, казалось бы, загубленную атаку сумели довести до завершения футболисты команды Равшан. Причем, смотрите, как вроде катится мяч хорошо, никто не мешает, никто не накрывает Мухаммаджона Рахимова, но не получился удар точно у этого футболиста. Но это абсолютно точно голевой момент. И пусть очень хороший подход был у МТ буквально минуты тому назад, а вот сейчас должен добраться до мяча, как поначалу казалось. Да, и даже добрался все-таки до него, но после того, как мяч уже уходил за лицевую линию, Алексей Сенич коснулся этого мяча. Причем еще и в сопровождении своего соперника. Гийосов просит мяч, получает его от партнера. Выдвинулся на него Сенич. Очень активный прессинг включают сейчас сербы. И пошире уже действуют на своей половине игроки Равшан. Неточная передача на Гийосова. Мяч достается и МТ. Басанович будет выполнять аут. Почетные зрители у нас, что отрадно очень. И мяч попадает в главного судью. Матч должен быть остановлен. Так, Рона сдала, может быть, мяч останется у футболиста той команды, который в нее угодил мячом. Евгения Владимировича Куйвышева мы увидели, ну и других почетных зрителей этого поединка, которые, уверен, с удовольствием смотрят этот матч, хотя найти время в таком плотном графике во время выставки на пром, да и повседневных задач, уверен, хватает более чем. Но вот время вечернее, время для того, чтобы посмотреть футбол. Завтра наверняка они тоже окажутся на Екатеринбург-арене. 14-я минута матча. Едва, кстати, не потерял мяч Алекса Сенич. Обошлось все в этом эпизоде. Пока вот пусть даже сыграно меньше 14 минут, но уже по количеству подходов к воротам, таких неплохих эпизодов, перспективных для голевого завершения, уже набирается вполне приличное количество. Уже, скажем так, команды без раскачки действуют. Ну вот она, игра рукой, очень хорошо видно, очень хорошая работа оператора, который находился неподалеку. Пас назад вынужден отдавать Рахимов, капитан Равшана. Команда, у которой было пара очень хороших моментов в матче с Уралом. И надо сказать, что пару мячей они, конечно, сами себе привезли. То есть, конечно, не так, чтобы на 100% были к этому матчу готовы и футболисты екатеринбургской команды. Прежде всего, если мы говорим о настрое, о таком настоящему серьезном. Во-первых, уже скоро, вот уже в это воскресенье, первый официальный матч нового сезона Урал проведет против футбольного клуба Сочи. То есть никому не хочется травмироваться, получить повреждение, даже микроскопическое. Ну и давайте посмотрим за атакой Равшан. Удар великолепный в ближний уголочек. И уже на 15-й минуте счет становится 2-0.
Как будто бы совершенно не ожидали такой прыти от соперника футболисты сербского ИМТ. Азизбек Хаитов удваивает преимущество своей команды. Азизбек Хаитов, номер 29. И прежде всего в защите очень не дорабатывают игроки команды ИМТ. Многое позволяет своим соперникам. 15 минут и уже 2 мяча побывали в воротах Виктора Плавича. Вот он, голевой пас, обыгрыш. 2 игрока перед бьющим, и ни один, ни другой никак своему вратарю не помогают. Не выдвигаются на бьющего, не мешают ему нисколечко. Здесь нет нарушения правил, но как подкошенный рухнул Вукманович. Конечно, какой-то контакт имелся, но я солидарен с Мариной Крупской по поводу того, что все было в рамках правил. Перекличка болельщиков заканчивается вот таким приятным жестом, аплодисментами друг другу. И, скорее всего, прибавилось зрителей в первые минуты этого поединка. Поначалу, конечно, довольно скромная аудитория наблюдалась, а вот теперь уже есть ощущение, что хороший, вполне себе серьезный, желанный матч, на который хотелось прийти. Наблюдает болельщики, прежде всего поддерживающие таджикистанскую команду Равшан. Так, а здесь столкновение небольшое. Игрок Равшана на поле. Можно играть, нет свистка, но учитывая, что футболист по-прежнему еще не встает, Марина Крупская игру останавливает. Одному из игроков Равшана здорово досталось в самом начале поединка с Уралом. Мяч попал в голову, но здесь уже в результате столкновения с соперником на газоне оказался футболист команды Равшан Куляб. Очень хорошее, очень успешное начало для этого коллектива в поединке за 3-е место. Поединке, в котором, очевидно, команда получит денежный приз, финансовое вознаграждение. В общем, все не только ради спортивного интереса. Ну и момент с пикированием игрока Равшана мы на повторе хорошо видели. Он сейчас объясняет главному арбитру, что помог ему приземлиться не самым лучшим образом соперник. Кристиан Мочич стал причиной, все-таки главной причиной сейчас этой паузы, которая, я думаю, уже как минимум на минуту продлит первый тайм, а то, глядишь, и даже на пару, с учетом того, что мячи были забиты, а это значит тоже понемножечку копилочку к добавленному времени набирается. Возобновляется игра в эти секунды со своей половины. Мяч пока не выводит футболистов в светлой форме. Рывки вперед, как одно из, если не единственное пока оружие, которым предпочитают пользоваться игроки МТ. На выходе вратарь Равшан сыграл не очень уверенно. Мячик остается у соперника. Как будто бы уже готов был на дальний удар Басанович, а мы помним, что он с расстояния метров так 40 прямым ударом со штрафного попробовал проверить на прочность и внимательность вратаря Равшана в самом начале сегодняшней встречи. Но не позволил футболист таджикистанской команды прицельный дальний выстрел совершить игроку команды ИМТ. Хорошо так Йосиф от соперника улизнул. Мячик отдал своему партнеру. Снова 74-й номер был с мячом. Отпасовал его Халмуроду Назарову. И левым флангом сейчас развивается атака Равшана.
мяч друг другу передают три игрока. Подключили четвертого. Квадратик уже сейчас немножечко поиграли. Ну и вот пошел сейчас в центр футболист Равшана. Пас на Гийосова. Вновь тот мячом делится с Назаровым. Перевод на левый фланг. Автор забитого мяча сейчас подключился к этому затяжному контролю мяча. Алмурод Назаров на своей половине. Уже приближается второй, даже третий десяток точных передач, которые выполнили футболисты Равшана. Но не удается вскрыть оборону своего соперника, найти слабое место. Покатали мяч на левом фланге, передвинулись к центру поля, отошли на свою половину, но с мячом не расстались. Гийосов в центр на Афоре. Вот налево. Обратная передача, но точнее сюда назад. До Афоре мяч не дошел. Назаров на Гийосова. Тот мяч адресовал Хаитову, который установил актуальный счет на табло. 2-0 в пользу Равшана. И прерывает эту передачу проникающую футболист команды ИМТ. Центр неплохой. Касание назад. Ну и, наверное, сейчас теперь уже ИМТ мяч поддержит. Очень здорово. И нет завершения от Милославлева. Очень здорово он открылся. Хорошую передачу получил, но обработать мяч касания под удар не сумел. Против него видим, что очень классно сыграл Афоре. Смотрите, догнал, хотя здесь явно прозевали рывочек Милославлева, футболиста Равшан. Угловой удар. Джорджи Басанович у мяча. Ближнему не стал отдавать, понимая, что соперник накрывает. Ох, как хорошо пятка, и еще один угловой. Да, с эффектом неожиданности для соперника сейчас пытались действовать игроки команды ИМТ. Такой перевод пяткой на дальний из футболистов ИМТ не наблюдалось. Сейчас более такая сильная подача. Снова мяч у Басановича. Дает правой ногой, дальний. Очень внимательно, очень здорово действует сейчас в своей штрафной площади футболисты Равшана. И помчался. Уже 1-1 с вратарем. И это гол! Это снова гол. 3-0 на 24-й минуте. Обескураживают своего оппонента футболисты команды Равшан. Бахтиер Зарипов убежал от оппонента и переиграл голкипера Виктора Плавича. Плавич в недоумении и задает вопросы своим полевым игрокам, которые явно увлеклись атакой. Что вы делаете и почему даете вот так вот забивать? Причем с этой камеры видно прекрасно, что не было у Зарипова такого уж явного преимущества и свободного пространства. Но он здорово ускорился, ушел от соперника и, продвинувшись вперед, сумел пробить именно так, чтобы не выручил свою команду голкипер сербской команды. И у нас в середине первого тайма уже 3 мяча побывали в воротах одной из команд, а именно в воротах Белградского ИМТ. И сейчас у нас небольшая пауза на то, чтобы можно было попить воды в условиях такой жаркой погоды. Равшан делают очень серьезную заявку на то, чтобы завоевать 3-е место Кубка Инопрома. И по игре, и по настрою в том числе, да по всему абсолютно, по любому параметру, какой ни возьми, я думаю, вы согласитесь с тем, что вероятность того, что таджикистанская команда сегодня одержит победу, очень высока. Надо просто невероятным образом расслабиться и бросить играть, чтобы ИМТ сумел
забить хотя бы 3 мяча. Ну а сейчас все забитые мы с вами видим на повторе. Еще раз, все 3 взятия ворот. Вашему вниманию для тех, кто подключился к трансляции совсем недавно. Очень красивый удар в исполнении Азизбека Хаитова, не берущийся для Виктора Плавича. Ну и после этого, по прошествии приблизительно 8 минут, убегает Бахтиер Зарипов 1 на 1 с вратарем и переигрывает голкипера сербской команды. 3-0 в пользу Равшана. Даже немножечко неожиданно, конечно, беря во внимание результат матча Равшана с Уралом. Хотя я уже говорил, и те, кто этот матч видел, согласятся, уверен, что немножко удачи не хватило Равшану для того, чтобы не проиграть так разгромно. Голевые моменты были, пусть и при некотором явном попустительстве футболистов Екатеринбургского Урала. И буквально у своей штрафной мяч потеряли ребята и позволили забить в самом начале второго тайма Уралу. А так, вплоть до добавленного времени первого тайма сохранялся вполне приличный счет 1-0 в пользу Урала. В стык пошли игроки, но без грубости обошлось. А вот здесь очень здорово в перехвате действует Джордж Басанович. Падает на газон. Его партнер по команде навес, но здесь никого перед Плавичем, кроме своего полевого игрока, не оказалось. Мяч выходит за боковую линию. 27 минут позади. Ну и я думаю, что с учетом добавленного времени еще 20 минут в первом тайме команды сыграют. Солнце сейчас скрылось за тучками. Стало посвежее. Ну, а здесь такое столкновение, конечно, с некоторым налетом грубости. Очень хочется, чтобы такого не происходило в дальнейшем. Это все тот же Милославль, о котором в самом начале матча я не случайно уже говорил. Афори с мячом на своей половине. Пасует на Назарова. Назаров вперед. Очень здорово сейчас мячик закидывает. Пас в штрафную. Здесь скорее, мне кажется, пропускал мяч игрок Равшана, капитан этой команды, на своего партнера, который находился в центре. И удар неказистый, но почему бы и не пробить. Тем более Рахимов, пожалуй, как капитан, может некоторую смелость взять на себя. Он сейчас уже соперник отправляет на газон, но без нарушения. И теперь сам уже Рахимов на газоне находится и продолжает еще лежать, пока там мяч в углу поля мечется. И здесь кто-то из тренеров подсказывает, что надо мяч вывести за пределы поля. Видим повтор этой борьбы. Подкат, вроде бы не таивший в себе вот такого падения, продолжительного расположения на газоне футболиста Равшана. Но тем не менее, всем видом Мухаммадшон Рахимов дает понять, что было сыграно грубовато против него. Отдает мяч сопернику капитан Равшана. Джентльменский жест, за который обычно болельщики аплодируют. Что-то не очень откликнулись зрители сейчас на это действие капитана Равшана. Можно играть, мяч остается у игрока белградской команды. Пас направо. Такая неспешная позиционная атака в самом-самом начале. Так, ну а здесь в прыжке соперника подбивает Азизбек Хаитов. И Марина Крупская сразу же призывает выйти на поле врача.
Было у меня такое ощущение по жесту, но пока никто непосредственно на поле не вышел. Многовато стало стыков, причем их уже прям таки с избытком. Крупская предупреждает Владана Милославлева, который не соглашается с этим судейским решением. Момент, пожалуй, может вызвать некоторые споры, разногласия по поводу трактовки. Но судья рядышком, судья все прекрасно видит, поэтому доверимся интуиции и опыту Марины Крупской. Подбор за игроками ИМТ. Вот совсем передача, мягко говоря, это вообще даже для любительского уровня не камильфо. Просто вот туда, где никого из своих нет, да, чуть раньше был там партнер Уросу Вукасиновича. Может быть, сейчас получится атака. Пас на ход. Милославлев пытается соперника опередить, но не тут-то было. На вполне приличной скорости добрался до мяча Халмурод Назаров. Шансов у Милославлева практически не было. Вот сейчас прессинг заставляет выбивать уже в район боковой линии вратаря Равшана мяч, за который здесь футболисты поборолись на бровке. Мяч ушел от игрока команды ИМТ. Почти 32 минуты команды сыграли. Мячом чуть больше владеют футболисты Равшана. Если посмотреть именно проценты, я думаю, там незначительный перевес. Может быть, даже всего там в 1, 2, 3%. Может быть, даже и ИМТ чуть больше владеет. Но абсолютно очевидно, что по количеству опасных моментов, а уж тем более в их реализации, преуспевает команда из Таджикистана. Притормаживают свою атаку футболисты Равшана. И потеря мяча произошла сейчас, по сути, на ровном месте. Джамшед Максумов партнера увидел, а тот сыграл не лучшим образом. Центр идет пас. Обыгрыш есть, но не хватает движения футболисту ИМТ Алексею Цветковичу. И опять же, наверняка вы обратили внимание, что там такая лужица, никуда она не девается, и мячик там наверняка немножко застревает. Такой элемент зрелищности у нас возник. Так, а здесь без нарушения обошлось, хотя жестко ставил ногу сзади Рахимов сопернику. И после этого он разлегся на газоне. Полетел мяч высоко, поборолся за этот мяч Ашур Мамадов. И после этого главный судья Марина Крупская вновь останавливает игру. И у нас она разбивается на огромное количество таких небольших эпизодов. Вот смотрите, это уже ситуация, после которой свисток прозвучал. Чуть раньше тоже была такая пограничная история. Может быть, это кажется только с комментаторской кабины. Но в любом случае многовато столкновений, стыков и остановок игры как следствие. Но видим мы почетных зрителей сегодняшнего матча Кубка Иннопрома. Прямо в глаза светит солнце, поэтому все люди, которых мы увидели, находятся в главных уборах. Вообще на этом стадионе хотелось бы побольше матчей видеть болельщикам, любителям футбола. Но здесь в прошлом сезоне, по крайней мере, несколько игр проводили команды ЮФЛ. В частности, Урал играл с Ижевским «Зенитом». Урал на тот момент в рамках ЮФЛ-2. В этом сезоне это уже ЮФЛ-1, игроки 2007 года рождения. Кстати, Воронов сыграл за главную команду в воскресенье в матче с Равшаном. И имел даже очень неплохой момент. А вот сейчас у Милославлева мяч оказался. Тот продвинулся уже
ну, по сути, до линии вратарской и не сумел мячик отпасовать партнеру. Очень здорово против него сыграл футболист Равшан. Давайте посмотрим повтор. Классная передача. Попытка отдать пас. Не увенчалась успехом, но зато угловой удар выполнит сейчас игроки ИМТ. Хорошая подача. И вот, смотрите, один, никем не накрываемый Милославлев. Но удар совсем слабым получился. Вот сейчас в очередной раз видим мы, что помчались в контратаку футболисты Равшана. Плавлев выбивает мяч за пределы поля. Чем-то этот поединок напоминает первые матчи московского «Спартака», прошедшего сезона, когда очень увлекались позиционными атаками игроки красно-белых и позволяли оппонентам убегать в контратаке и забивать. То есть при таком явном преимуществе, игровом, территориальном, проигрывали и героически отыгрывались. Особенно матч кубковый. Очень богатый на голы. С пари НН, я думаю, можно в этом плане упомянуть. Ну и, конечно же, вот если говорить о том, что Екатеринбургский Урал впервые за 10 лет сыграет в первой лиге, то, конечно, удивительно это с учетом того, как здорово начинали минувший сезон игроки Урала. Классно они провели первые 5-6 матчей и были в самом верху турнирной таблицы, но чемпионат состоит из 30 туров. Заброс вперед неплохой, но первый на мяче голкипер Равшана, который спокойно так выбил мяч не наобум куда-то подальше, а отдал точный пас Избеку Хаитову. Ну а тот уже начал атаку своей команды и с дальнего расстояния пробивает Мухаммадшон Рахимов. Показывает, что мяч задел ногу соперника и должны угловой удар сейчас выполнить номинальные гости этого матча. Не торопясь направляется к мячу Джамшед Махсумов. Зато выполнил угловой довольно быстро. Увидел, что совершил рывок к нему партнер. Ну, в общем, может быть, и не стоило сейчас мудрить. Просто выполнить навес. Неточная передача в направлении Милославлева. И загублена атака команды из Сербии. На исходе 38-й минуты первого тайма. При очень таком неприятном счете для команды из Нови Белград. Пока удерживают мяч вблизи своей штрафной футболисты команды Равшан. Как ни пытался, но не сумел соперника сейчас обокрасть. Забрать у него мяч Урос Лукасинович. Но, тем не менее, как будто бы и сами отдают мяч сопернику футболиста Равшана. Об этом хотелось даже чуть пораньше сказать, потому что вся опасность происходила либо после стандарта, благодаря чему был счет открыт, либо в результате контратак. Хороший заброс в штрафную, но не удается Сеничу пробить головой. Передача на ход. Ну и здесь аккуратненько действует в откате 15-й номер ИМТ Матея Вукаман. Далеко в аут мяч выбросил игрок ИМТ. Видимо, повтор подката. У нас атака сербской дружины. Мячик остается у игроков этого коллектива. Несмотря на зычный рык футболиста ИМТ, дававшего понять судье, что было нарушение правил против него. Недолгой оказалась эта атака подопечных Самвела Авакова.
Я уже об этом говорил несколько раз по ходу первого матча. ИМТ в своем чемпионате Сербии, заняла 11-е место итоговое. Концовочки буквально опередив Раднички Ниш, оттеснив эту команду на 12-й строчку. Но сложновато, конечно, судить о силе чемпионата Сербии по этим матчам. В неоптимальном составе во время предсезонного периода. Но то, что у всех команд кто-то выпал, не все принимают участие, это абсолютно понятно. Об этом уже можно не повторяться. Очень хороший заброс. Другое дело, что футболисты Равшана прекрасно все видят и без лишней суеты соперников накрывают и снимают вверх. В целом спокойно. Милославлев еще одного убрал с пути. Но рядом же партнер абсолютно открытый. Покати немножечко левее Сеничу, и все бы было бы, я думаю, куда более перспективнее. Но Милославлев уже зарядился, уже решение принял, менять его не стал. Здесь немножечко так сплоховал Сарбон Гиосов и попал по мячу. Вновь у нас раздается крик. Игрок на газоне. Надо подниматься. Передвигают мяч в центре поля футболисты белградской дружины. Остановившиеся буквально вот на 42-й минуте. Уже поднаевшиеся. И про соперников то же самое можно говорить довольно смело и объективно. Попытка провести позиционную атаку закончилась с потерей мяча. Не доходит мяч до Сенича. Но есть возможность вести мяч из-за боковой линии. 43-я минута. У нас начала свой отчет. Заброс в штрафную. И первый на мяче вратарь команды Равшан, который может еще и секунд 10-12 полежать. Но все-таки предпочитает подняться и мяч ввести в игру. Вновь мяч у голкипера Равшана. Афори принимает мяч. Назаров показывает, чтобы тот отдал снаряд своему голкиперу. И теперь Назаров в центр мяч верхом отправляет. Спину очень здорово ставит сопернику Вукманович. И потеря тут же следует. То, что подустали футболисты, вполне понятно. Ах, какая хорошая передачка, красивая, но, повторюсь, в очередной раз. Строго, собрано и гораздо более успешнее действует в защите футболисты команды Равшан. Сейчас хорошая передача на Милославлева. Пас в центр уже на Вукмановича. На коротке тут сопернику отдает пас. Обыграться не получилось. Приходится мяч катить чуть глубже. И есть уже из ничего, по сути, сейчас... Ну нет, этот момент вряд ли все-таки будет опасным. Но могло получиться куда более интересно. Быстренько мяч вели в игру футболиста Равшана. Последняя минута первого тайма приближается. Падение, но это нарушение уже не вызовет вопросов никаких. Быстренько мяч введен в игру. Много свободного пространства есть у футболистов Равшана. Перевод направо, но уже в штрафную мяч заброшен. Рахимов решил пробить, в итоге попал в соперника. Подбор за атакующей командой. Здорово сумел сейчас уйти и продвинуться по лицевой линии 17-й номер Равшана Бахтиер Зарипов, который стал автором одного из забитых мячей.
не разглядела, не увидел здесь криминала в действиях футболиста сербской команды главный судья Марина Крупская. И мяч на линии вратарской. Ну что, сколько? 1 или 2 минуты добавила Марина? 1 минуту к первому тайму, и она уже идет. Вновь на Милославлева. Мячик отправлен, вновь на рывок расчет. И в этой же ситуации, опять же, за Милославлевым внимательно наблюдает и действует по нему 22 номер Холмурод Назаров. Раз за разом пытаются футболисты команды ЕМТ такими передачами длинными отрыв соперника отправить, но отрыва здесь даже близко не намечается. Но был, может быть, один эпизодик, когда получилось мяч принять. Но по-хорошему, давайте подытожим. В отличие от Виктора Плавлева, у голкипера команды Равшан работы в первом тайме практически не было. Все, что ему доставалось, это внимательно поработать во время угловых, которых белградцы подали несколько, 4 или 5 в первом тайме. Но проигрывают футболисты команды ЕМТ 0-3. Ну что, будет удар? Да, есть удар в дальний угол, но...
Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, мы с вами ждем начала второго тайма матча за третье место Кубка Инопрома 2024, который проходит в Екатеринбурге. И в этом поединке за третье место сегодня сражаются команды ИМТ, Сербия, Равшан, Таджикистан впереди. Команда Равшан 3-0 по итогам первых 45 минут. Вот таким богатым на голы выдался у нас стартовый отрезок этого матча. И я даже так немножечко непривычно выразившись, не покривлю душой, потому что довольно быстро счет был открыт. Уже на 9-й минуте, затем на 17-й Равшан удвоил преимущество вслед за голом Самуэла Афори. Отличился хорошим плотным ударом в ближний угол Азизбек Хаитов. Ну и затем, спустя еще всего 8 минут, установил актуальный на данный момент счет 3-0. 17-й номер Равшана Бахтиер Зарипов. Все готово к началу второго тайма. Замена в рядах сербской команды. Выходит на поле Григорий Коняев. Игрок, за которым, наверное, нам будет поинтереснее наблюдать. И начинают второй тайм со своего владения, своим владением футболиста Равшан. 31 номер я вижу на поле. Но он играл, просто не так заметен был Масрур Куйумуддинов. Почти всех игроков таджикистанской команды можно было назвать по паре тройки раз, но вот Куйумуддинов как-то вот не заставил о себе поговорить. При том, что в защите все очень хорошо было в первом тайме у команды из Таджикистана. Еще один вышедший на замену в перерыве. Ну, как говорили раньше, да, принято было так говорить. Сейчас понятно, что с начала второго тайма выходят игроки. Сразу после перерыва Стефан Петренш, 21 номер в рядах ИМТ. Вот сейчас не прошла передача. Здорово сыграл Джамшед Максумов, который прервал пас. Но мяч остался у футболистов сербской команды. Очень-очень громко, шумно, активно поддерживают свою команду болельщики Равшана. Но пока вот в эти стартовые полторы минуты с мячом не расстаются их соперники. В обыгрыш пошел, а второго вот не сумел обыграть и потерял мяч 6-й номер Урос Джамбас. Здесь падение обоюдное и желтую карточку мгновенно Марина Крупская сейчас достает, придерживая, правда, пока ее у себя в руке. Вот так уже, по сути, с самого начала второго тайма идет контактная игра. Рассвет, который в первом тайме пришелся на заключительную треть. А у нас во втором тайме и 2 минут не прошло. Как вот такой стык. И один из участников этого игрового эпизода Стефан Петренш, против которого, судя по всему, Гиосов сыграл агрессивно и получил желтую карточку. Конечно, хотелось бы, чтобы более джентльменская игра проходила, более дружественно. Хоть это, конечно, и соревнование, это игра, и азарт захватывает и захлестывает, но желательно все-таки не наносить друг другу травм в таком турнире особенно. Отталкивает немножко соперника в борьбе за мяч Марко Ильич. Можно играть, а сейчас выходит мяч за боковую от Алекса Цветковича. Возможно, если нет, но солнце вроде бы явно левее находится, но что-то помешало Цветковичу принять этот мяч. Еще одно падение, но думаю, что
Марина Крупская градус борьбы будет высоким оставлять, иначе у нас свистки рискуют раздаваться каждые секунд 20-25. Вот, собственно, и не заставил себя долго ждать. Очередной не пит-стоп, до которого еще рановато. Так вот, на газон уложен Азизбек Хаитов, который, еще раз скажу, забил второй мяч в ворота Виктора Плавича. Причем момент удара Плавич наверняка видел, но среагировать на плотный удар не сумел. Центр просит мяч отправить. Нет, скорее ближнему. Бахтиер Зарипов, игроку, который уже по флангу помчался вперед. Поперечный пас налево. Неплохо сейчас контролирует мяч футболиста Равшана. Мочич отдал мяч Рахимову. Рахимов с ним практически уже до центральной линии добрался. Уже вот хотелось сказать, а точнее больше увидеть более-менее такую уверенную позиционную атаку Равшана. Но даже сейчас, в начале второго тайма, не проходит она. Все больше на контратаках. Не прочь поиграть футболисты команды из Таджикистана. Но уверен, что тренер поговорил в перерыве довольно-таки серьезно с игроками, что все-таки надо играть. А значит, таких больших ошибок в защите, таких дыр оставлять нельзя ни в коем случае. Неплохо действует Басанович. Ну а мяч забирают соперники. Ну, а здесь уже против Зарипова здорово сыграл Лукоманович. Пас на Петранжа. Приходится футболистам МТ сейчас отходить в свою половину. Открытый получает мяч Цветкович. Обратная передача, которую прочитал Хаитов. И благодаря этому Равшан сейчас уже быстренько пытается провести свою атаку. Забегает по флангу, получает мяч, правда, на коротке. А в итоге Кристиан Мочич. И попытка направить мяч в штрафную заканчивается тем, что мяч уходит на угловой. Не пустил мяч в свою штрафную Алекса Цветкович. Общаются тренеры довольно так интенсивно. Угловой удар выполнит Джамшед Максумов. А нет, Абдуллоев фамилия здесь. Значит, есть неточность в составе. Еще одна, к сожалению. Будем смотреть на игровую форму. У Плавича мяч. И на газоне сразу два игрока в светлой форме. Но если один поднялся, то продолжает оставаться там же 8-й номер команды из Сербии Алекса Цветкович, которому мы прекрасно видим сейчас очень неприятно. Такой прострел. И Цветкович, похоже, что сам зацепился за ногу игрока Равшана, после чего пролежал почти минуту на газоне. Оглушительная поддержка команды из Таджикистана прекрасно слышна. Ну, а мы ждем, когда игра продолжится. И понятно, что не Виктор Плавич уже защищает ворота ИМТ, а Джорджи Мрдак, который вышел с самого начала второго тайма. Он, кстати, поиграл и в первом матче Кубка Иннопрома, но вышел он где-то в середине второго тайма в поединке против Кызылкума. Цветкович получает мяч от партнера.
Забрасывает на Марка Ильича, который ставит сейчас спину сопернику. Тут же падает. И только вот сейчас, глядя на монитор, можно попытаться увидеть здесь какой-то криминал в действиях игрока команды из Таджикистана. Потому что в режиме онлайн при первом предъявлении казалось, что ничего там особо такого нет. Но есть зацеп, после которого Ильич оказался на газоне. И вот у лайнсмана что-то пытается выпросить, что-то доказать ему Владан Милославлев. Скажем прямо, вот как у нас пошли эти многочисленные стыки, столкновения, причем в большинстве своем такие неказистые. Понятно, что исполнительское мастерство и вообще в целом техническая оснащенность игроков не способствуют таким вот подобным ситуациям. Ну, вряд ли хотелось бы нам видеть такую. Замена в составе сербской команды. Выходит на поле третий номер Вукасин Топалович, поменявший Джорджа Басановича, одного из самых заметных футболистов в составе команды Самвела Авакова, исполняющего обязанности главного тренера трактористов команды ИМТ. То, что ИМТ играет, ну, практически вторым составом, возможно, уже вы сами поняли, если заглянули хотя бы в протокол одного из матчей, который команда проводила в чемпионате Сербии. Но даже второй состав все-таки, как правило, на своем уровне, но он сыгран, да, и определенная какая-то игровая картинка бывает. Но, скажем так, пока очень-очень как-то издалека проглядываются контуры уверенной игры и хорошей сыгранности у коллектива из Нови Белграда. Ильич с капитанской повязкой. Первый на мяче футболист Равшана. Ну, а у Рахимова вариантов уйти от соперника здесь в центре не было. Уперся он в игрока ИМТ. И видим, что мяч ушел за боковую линию. Удар по ноге пришелся не только по мячу, но и футболист не стал отмалчиваться. Уже как принято сегодня, вполне так осознанно подсказал судье, что нарушение правил было. Сейчас отбор в центре поля, и может получиться хорошая такая атака с места отбора. Но мяч мгновенно себе вернули игроки белградской команды. Вот это шумовая завеса, да, не поддержка, а скорее наоборот. Акцентированная попытка соперника обескуражить со стороны болельщиков Равшана. У меня просто очень это все хорошо слышно. Непривычная атмосфера. Но экзотика тоже, думаю, не помешает. Вот хорошая передача, но нет удара. По сути, это попытка, наверное, на дальнюю штангу мяч отправить, забросить в район вратарской. Ну и попадает мяч в игрока команды из Таджикистана. На этом атака ИМТ заканчивается. Четверть времени второго тайма позади. Пока без голов. После пиршества, которое уложилось в 25 минут, забить командам не удается. Да и моментов практически нет. Заброс налево. Получился довольно расчетливым, хотя вроде бы и из не самой очевидной ситуации пас на ближнего идет. Передача налево. И что тут? Решился на удар. Плотный, но не очень точный. Разве что только соперник и так неплохо. Кристиан Мочич пометил своим ударом. На дальнюю штангу шел партнер. Шел замыкать. Но мне все-таки видится, что это был удар. Абдулоев выполняет угловой. Хороший. И Афори выпрыгивает, но
Не самая удобная ситуация для того, чтобы хорошенечко так попасть по мячу, в отличие от того углового в первом тайме, который привел к первому взятию ворот. Еще раз видим мы с вами этот эпизод. Очень хорошо двумя ногами выпрыгивает, но чуть-чуть до мяча не дошел. Ну, либо мяч слегка в сторону уже вильнул. И тем не менее, все-таки по мячу Афори сумел попасть. Уверенно контролирует мяч футболисты команды Равшан. Пока у них разница забитых и пропущенных на этом турнире отрицательная. Вот в этом матче все хорошо, если не отлично на данный момент. Но все-таки пропустили от Урала 5. Хотя там один мяч все-таки вызывал споры бурные, да, когда там пересекал линию ворот. Судья показал, что все-таки пересек полностью. Это был 4-й мяч Урала. Но опять же, засчитано, значит, все уже запротоколировано. Мочич оказался на газоне. Видим мы этот момент на повторе. Марко Ильич с мячом. Выполняет аут. Неплохо так. Поддержал мяч футболист сербской команды. 33-й номер ИМТ Урос Вукасинович. Но это все отдельно взятые эпизоды, в целом на картину игры не влияющие. Поддержать мяч просто на месте. Красиво, эффектно. Может, пожалуй, и каждый футболист, серьезно занимающийся хотя бы несколько лет. 15,5 минут сыграно во втором тайме. И такое ощущение, что как будто бы уже главное событие этого матча позади. Но будем надеяться на то, что увидим мы еще, ну, хотя бы не пару-тройку даже, 4-5 интересных моментов, хороших атак. Может быть, и классных вратарских спасений под аккомпанемент болельщиков. Так хорошо сегодня поддерживающих команду. Так, у Ильича нервишки уже как будто немножко сдают. Быстро выполнил аут, но чересчур далеко мяч выбросил. Афория укрывает мяч. И мяч выкатывается за лицевую линию, вызывая бурю восторга активных зрителей, расположившихся на трибуне Академии футбольного клуба «Урал» в Екатеринбурге. Ну, уже потихонечку можно анонсировать финал. Главный матч Кубка Инопрома, который состоится завтра на Екатеринбург-арене в 19 часов. Приглашаю всех. Бесплатные билеты будут на входе. И, пожалуйста, не смущайтесь, если нет билетов на сайте. Они будут у волонтеров. Дорогие друзья, если есть желание, приходите. Конечно, желательно чуть пораньше. Не за 5-7 минут, хотя бы за 10-12. Тогда точно вам билеты достанутся. Никаких проблем с попаданием на стадион в воскресенье не было. Я сам лично в этом убедился. Я в качестве зрителя смотрел матч Урала и Равшана. Помимо электронного приглашения, которое спокойно, заблаговременно на сайте футбольного клуба «Урал» сумел оформить, еще и бумажное приглашение на память забрал у волонтера. Несмотря на то, что финал, ну, согласимся, пожалуй, что огромного зрительского интереса ожидать не приходится именно на стадионе, потому что все-таки будний день. Жаркая, хорошая погода, которая принята какими-то другими разными досуговыми мероприятиями наполнять. Вот, но всем, кто любит футбол, милости просим. Но здесь градус реакции намного выше, чем сама ситуация. Обычный, в принципе, эпизод. Давайте мы сейчас посмотрим. Ну, вот, махнул мимо мяча игрок Равшана, попал по ногам, но без попадания в район щитков. Вот щиток. Наложения какого-то серьезного, ничего такого не было. Но кричат парни. Вообще будь здоров, конечно. Здесь в подкате сыграл Масрур Киямудинов, подкорректировав траекторию мяча, который достал своему игроку.
быстрой. Получится ли завершение атаки у МТ? То, чего, по-моему, даже еще ни разу в этом матче не состоялось. Ни одного хорошего удара. Здесь забег за мячом, но первый на этом мяче. 15-й номер ИМТ. Матея Вукаманович. Сильный пас направо на Марка Ильича. Вперед открытому игроку, которого хорошо видел, но тот был, похоже, в положении вне игры. И замена в составе Равшана сейчас произойдет. Посмотрим повтор. Явно положение вне игры у игрока в светлой форме. Готовится выйти на поле в составе команды Равшан. Человек, о котором сказал я немножечко в начале матча, на данный момент лучший бомбардир своей команды в чемпионате Таджикистана. Назим Бабаджанов, в активе которого 3 мяча. Еще одна пауза. Аут. Выполнит игрок Равшана Кристиан Мочич. И приходится вмешаться сейчас линейному арбитру, точнее резервному судье. Так, ну а здесь уже работка для Марины Крупской находится. Вообще, когда девушек-арбитров приглашали на матчи, я думаю, и это, скорее всего, обсуждалось, что будут как-то более сдержанно себя вести футболисты. Что-то говорит, что не совсем эта мера действенна. Может быть, в первые месяцы как-то сдержаннее были игроки. Но все-таки желание побеждать, желание опережать соперника, а, соответственно, иногда где-то фалить, а потом и заводиться, и эмоции свои демонстрировать, оно, конечно, присуще, никуда его не деть. Угловой разыграют, наверное, футболисты Равшана, все говорит об этом. Рядышком 2 игрока, пока мы, правда, видим, как в штрафной площади соперничество происходит. Приходит на разбор полетов Марина Крупская. Вот так Зарипова затолкал в свои ворота 14-й номер команды ИМТ. Это Амар Зекович. Очередная замена в составе сербской дружины. Зекович тоже появился у нас по ходу второго тайма. И сейчас вместо Алекса Сенича играет Данила Власкович. 17-й номер у этого игрока. Так, нарушение. Поставив спину сопернику, отдавал передачу партнеру Бахтиер Зарипов. И партнер Бахтиера в итоге приносит для своей команды штрафной удар. Еще разок видим этот эпизод, эту борьбу, которой стало у нас очень много. И вот на данный момент, об этом даже уже был соблазн упомянуть раньше, у нас примерно поровну времени игры как таковой и вот этих остановок после любых контактов. Заброс мяча во вратарскую не привел к яркому завершению, к голевому моменту. И мяч остается у футболистов Равшана. Скорее всего, вратарю будет он отдан. И вот так вот неудачно выбивает мяч голкипер. Я так понимаю, это тоже вышедший на замену игрок Исмаил Мухторов должен, судя по всему, защищать ворот Равшана. Номера не видно, к сожалению. Ну а в первом тайме ворот Равшана играл Мухаммадраби Рахматулоев. Еще одна остановка у нас по ходу второго тайма. Желтая карточка игроку таджикистанской команды.
Холмуроду Назарову она предъявлена на 69-й минуте этого поединка. Давайте смотреть. Ну, опять же, скорее это больше брак, нежели целенаправленная такая грубость. То, что мы уже с вами видели неоднократно по ходу сегодняшнего поединка, который прерывается на паузу для того, чтобы можно было освежиться. Ну что ж, завтра всех любителей футбола, всех, кто очень болеет за Екатеринбургский Урал, и, конечно же, тех, кто болеет за узбекистанский Кызылкум, на Екатеринбург-арене в 19 часов. Финал Кубка Иннопрома 2024. Приходите, болейте, получайте самые яркие эмоции. Или смотрите прямую трансляцию, ссылка на которую, уверен, появится в группе ВК футбольного клуба «Урал». Ну, а также знаю, что Министерство спорта Свердловской области, также в группе ВКонтакте, есть трансляции матчей Кубка Иннопрома. Надеемся, что увидим завтра очень интересное соперничество. И тем временем видим, что вновь замена в составе команды ИМТ двойная. Выходит на поле под 9-м номером Драгон Кесер и под 20-м Александр Петрович. Петрович, кстати, довольно техничный игрок. По крайней мере, в воскресном поединке с Кызылкумом он блеснул в ряде эпизодов. Ой, хороший игрой. А вот сейчас требуют пенальти игроки ИМТ. Великолепно сыграл голкипер Равшана, который выручил свою команду, а затем последовало столкновение, в результате которого два игрока сразу оказались на газоне. И причем оба сейчас катаются, корчась от боли. Хоть и не видим мы этого явно, да, вот не видно лиц, но есть такое ощущение, стойко. Нет, все тот же, 69-й номер. Мухаммадраби Рахматуллов защищает ворота команды Равшан. Но вот почему-то казалось, что как будто немножко другая форма у голкипера. И вот смотрим мы эпизод, когда игрок команды МТ, казалось бы, выскочил 1 на 1 с голкипером Равшана. Пробил, но в итоге оказался на газоне, после чего его партнеры требовали зафиксировать нарушение правил. Но Марина Крупская не увидела здесь повода для назначения 11-метрового. И пауза у нас пока затягивается. Ну, надеемся, что не придется этого делать, что сам игрок сумеет подняться с помощью врача и продолжить игру. Ну, хотя бы некоторое время. Более получаса команды сыграли во втором тайме. Без голов пока обходится этот тайм. И, ну, наверное, один из двух буквально моментов опасных был вот совсем недавно. Не удалось сербской команде сократить отставание в счете и хотя бы немножечко возродить интригу в этом поединке за третье место Кубка Иннопрома. На оставшееся время можно всем вместе объединиться и как следует придать сил нашим игрокам сегодня. Спорный мяч. Я напомню, что Марина Крупская сейчас ведет в игру. Мячик останется у футболистов команды ИМТ. Говорил об этом по ходу первого поединка, но вот так вот даже мимо мяча вратарь ИМТ сейчас махнул. Казалось бы, ничто не предвещало этой небольшой, но все-таки довольно очевидной мелочи. Ну что, будет удар? Да, есть удар в дальний угол, но уже сложновато было в створ ворот попасть Драгону Кесеру. Но, тем не менее, решился на удар в ситуации, когда других вариантов развития этой атаки не видел. Смотрим повтор. Здесь, наверное, и есть повод у тренеров Равшана
сказать пару слов, потому что, ну, могли бы и в ловушку взять игрока, офсайд здесь оформить. Но подзадержался игрок, защищавшийся команды. Небольшой шанс у футболиста МТ появился. Неплохо так головой и еще и ногой сейчас смог прокинуть мяч уже мимо соперника футболиста Равшана. И первый на подборе игрок именно этой команды. Остается мяч в поле. Хорошая передача в штрафную. Пас пяткой. Красота какая должна получиться. Да, в итоге гол. Но если бы первым ударом попал Зарипов, тогда, конечно, это было бы куда красивее, эстетичнее. А так, конечно, даже гол с налетом курьезности получился. Бахтияр Зарипов оформляет дубль в этом матче. И счет 4-0 у нас на 75-й минуте. Радостные болельщики таджикистанского Равшана. На камеру сердечко показал Бахтияр. Ну а мы сейчас ждем повтора этой голевой атаки, которая получилась очень красивой. Но завершение хоть и результативным, но таким неказистым. Смотрите, передача от капитана шикарная. И пас на него тоже. Разрезающая передача с фланга буквально. Смотрите, штрафную. Пас пяткой и вот этот удар. Ну, кстати, если бы получился, возможно, среагировал бы на него Мордак. А так шансов у него практически уже никаких не было. Уже пустые ворота. Бахтияр Зарипов отправлял мяч. Второй для себя, четвертый для своей команды в этом поединке за третье место Кубка Инопрома. А здесь у Ильича появилось время благодаря падению соперника. Тут отправил мяч в штрафную, откуда игроки Равшана его вынесли. А тут еще и завладели мячом на какое-то время. Едва с ним не расстались, но хорошо, цепко сыграл Азизбек Хаитов. Катится мяч уже к футболисту сербской команды Лукасину Топаловичу. Так, ну а сейчас мяч ненадолго задерживается у футболистов ИМТ. Без потери, без возвращения мяча из аута. Хороший такой перевод в центр, но не доходит до игрока Равшана. Большими силами уже атакуют игроки ИМТ. И как будто бы очень они хотят, горят желанием наконец-то забить хотя бы один мяч в Екатеринбурге. Пока не получается. Время еще есть. Еще 13,5 минут основного времени. И думаю, минутки 2 как минимум, а то и 3 будет добавлено. Да, больших по-настоящему таких пауз, наверное, не было. Но вот остановок кратковременных с десяток, пожалуй, набралось во второй 45 минутке. Угловой для ИМТ. Подача, по сути, на ближнюю штангу. И удар с лету после подработки совершил Топалович, не потревожив голкипера таджикистанской команды. Ну а сейчас видим мы Драгана Кесера. Здесь Топалович. Да, он бил. Переправлял мяч. 9-й номер. Переправлял. И в целом, конечно, неплохая ситуация получилась. То есть откликаются игроки на вот эти, пусть и удары, да, не навесы, да, но если есть возможность переправить мяч, то обязательно нужно пытаться это сделать. Для вратаря это, как правило, безвыходная ситуация. Эх, чуть-чуть бы поточнее, и было бы все очень даже здорово, но далековато мяч пошел от Рахимова, который здесь активен, очень подвижен в центре поля. Ильич сохраняет мяч. Есть у него партнер на фланге, но идет заброс в штрафную. Борьба в воздухе, небольшой контакт, нет нарушения правил. И мяч у вратаря таджикистанского Равшана Мухаммадраби Рахматуллоев.
По реакции, вот по антуражу, который хорошо чувствуется наверняка, ощущение такое, что и отставание одной из команд небольшое, и мы смотрим поединок, ну, как минимум, европейского кубкового турнира. Так, ну здесь стык. Замену предстоит произвести. Тройная замена у Равшана. Так, давайте быстренько назову, кто сейчас выйдет на поле. В оставшиеся 11 минут основного времени. Под 10-м номером Азизбек Султонов. Это заметный игрок. В рядах Равшана 2 мяча в чемпионате Таджикистана. На данный момент у него. Под 50-м номером играет Мухаммад Мирахмадов, прошу прощения. Мухаммад Мирахмадов, номер 50. И под 63-м Шадичон Муродов. Вот 3 игрока, которые выходят на поле. Хаитов под аплодисменты болельщиков покидает поле. Болельщики, правда, далековато, но надо бы поаплодировать. Все-таки автор одного из голов закончил играть. Сарбон Гиосов тоже покинул поле. И Бахтиер Зарипов, который сейчас принимает поздравления, благодарности от фанатов. Так мощно и активно сегодня болеющих за команду Равшан. Так, еще одна замена, видимо, у нас пока в кадре общение игроков с болельщиками. Вот так, я понимаю, что это была неправильно. Нет, как-то подзадержался, и Гиосов, походу, совершенно не собирался уходить, не хотел заканчивать матч досрочно, но придется это сделать. Высокий заброс в штрафную площадь. Это гол Бахтиера Зарипова на повторе. И это удар, который совершал Драгон Кес. Заброс вперед. Но первый на мяче футболист. Ох ты, но за это нет, не будет желтой карточкой Марина Крупская наказывать игрока Равшана. Явной грубости не было, но так по-хулигански повел себя футболист. Резко схвативший за майку своего оппонента. Вот так здорово мяч пропустил игрок Равшана. Но позади находился соперник. Не проходит заброс в штрафную площадь. Эффектно выбил мяч сейчас игрок таджикистанской команды. А здесь здорово зацепился за мяч Вукасин Топалович. Нет, не доходит мячик до его партнера. Спокойно, хладнокровно действует Халмурод Назаров. А сейчас хороший пас вперед. Марко Ильич на месте. Не так давно вышедший футболист Равшана, тем не менее, без такого рывка скоростного все-таки обошелся. Это Назим Бабаджанов. Но, может быть, и правильно, можно уже и силы поэкономить. Вопрос о победителе в этом поединке решен на 99,9%. Остается нам только досмотреть этот матч и зафиксировать окончательный счет. Вспоминая матч ИМТ против Кызылкума, есть ощущение, что даже как-то получше эта игра сложилась для команды из Сербии. Но все-таки загадывать и прогнозировать, каким завтра будет финал, я не возьмусь. Гутманович получает предупреждение, судя по титру. И у нас игра вновь встает на паузу за 7 минут до окончания основного времени второго тайма. Но я думаю, что минут 9, максимум 10 еще мы этот матч будем смотреть. Ильич предупрежден. 4-й номер у Марка Ильича. Капитан ИМТ получил предупреждение в заключительной 10-минутке сегодняшнего поединка. Фол в центре, в центральном круге.
фол со стороны футболиста сербской команды. Разыграли мяч игроки Равшана на правом фланге. С мячом сейчас не задержался капитан Мухаммадшон Рахимов. Вновь пас на правый фланг. Не пускают игроки сербской команды соперника на свою половину. Но и не особо-то в этом усердствуют ребята из Равшана. Реализацию они показали сегодня впечатляющую. Если вот отбросить голевые моменты, все забитые мячи, то ну и не скажешь ведь, что с таким серьезным игровым преимуществом действовала одна из команд. Да, в целом увереннее держали мяч, доводили дело до завершения. Ну что, будет сейчас удар? Есть удар, но как будто бы не в створ ворот мяч летел. Но неважно. Главное, что стандартное положение угловой получает футболист Равшана. Падение давайте посмотрим еще раз. После вот этого такого длинного навеса пробивал Азизбек Султонов. Но попал в соперника. Остается мяч у игроков Равшана. Правым флангом они развивают свою атаку. Высокий навес штрафной в район линии вратарской. Мяч уходит за пределы поля. 5 минут, уже чуть меньше до окончания времени второго тайма. И еще замена двойная у Равшана. Выйдут сейчас на поле совсем на небольшое время, но все-таки здорово, что получают возможность поиграть Муса Нурназаров, номер 65, и Мухаммад Тошев, номер 12. Покидает поле Масрур Киюмудинов. И еще один игрок, который сегодня свою миссию закончил. Уже на скамеечке, уже принимает поздравления. Вот и он. Ну, больше, конечно, благодарность за проделанную работу Кристиан Мочич получает от тренеров. Нет, не получается все-таки сейчас с мячом продвинуться Григорию Коняеву. Хороший обыгрыш на центральной линии. Просто на газон отправил соперника этот футболист. Очень классно все сделал. Пас налево. Открывание хорошее в штрафной. Но немножечко пожай. Ух ты, момент! Удар дальний от капитана. И мог сейчас очень красивую точку в этом матче поставить Мухаммадшон Рахимов. Но не хватило точности этому дальнему удару. В касание пробивал Мухаммадшон, не сумев во второй раз в этом матче огорчить Джорджа Мрдака, который во втором тайме пропустил однажды. И вполне возможно ограничится Мрдак одним пропущенным мячом. Плохая передача, совсем так никудышно получилось. Видимо, еще не почувствовавшего игру Утечена Муродова. Хотя вышел он где-то минут так 12-13 назад на поле. Не из тех, кто вот влились в ряды Равшана пару минут тому назад. Ну, скорее всего, такой глубокий резерв на поле сейчас у команды из Куляба. Не получается атака у сербской дружины. Так, здесь еще и нарушение абсолютно очевидное совершает Власкович. Насколько полезен будет этот турнир команде, прежде всего ИМТ, которая близка к тому, чтобы 2 раза крупно проиграть, не забив ни разу. Но я думаю, что польза всегда есть, когда встречаешься с более мастеровитым соперником, более мотивированным, пожалуй. А мотивация здесь это хорошая поддержка болельщиков, как минимум. И стыдно перед
такой аудиторией сыграть ниже своих возможностей и не порадовать свою публику. В общем, и для других команд наверняка неплохой опыт и неплохой в целом такой приятный турнир получился. Но он еще не заканчивается. Завтра решающая встреча за Кубок Иннопрома. Екатеринбург-арена, 19 часов. Всех ждем на футболе. Приходите, пригласительные билеты на входе у волонтеров, если вдруг они закончатся на официальном сайте футбольного клуба «Урал». Всех приглашаю, если есть хоть малейшая возможность прийти, обязательно это сделайте. Ну и если погода будет не хуже, чем сегодня, ну или примерно такой же. Старательно действуют в обороне футболисты Равшана, не дают простора соперникам, не дают вольностей. Мяч выбит в аут на последней минуте основного времени матча за 3-е место. Так, и все-таки готовится замена вратаря, и в блокирующего футболиста попал Драгон Кесер. Игрока, который и не скажешь, что накрывал, да, целенаправленно бьющего, но тем не менее был перед ним на расстоянии метров, максимум полутора. Падение футболистов. Очень хочется верить в то, что несмотря на вот эти действия, все-таки не будет серьезных последствий. То, что вот совершенно ни к чему и не нужно, и пусть все обойдется. 1 минута добавлена. Вроде бы в мяч играет футболист Равшана, но за собой уводит все-таки игрока сербской команды. Эдишон Муродов, по-моему. Нехотя, да, но тем не менее небольшое такое повреждение сопернику наносит. Хотя в то же время спокойненько поднялся спустя какое-то время Вук Цирик. А значит, все в порядке. Так, ну а вот как раз-таки на газоне продолжает оставаться, видимый болельщиков Равшана, продолжает оставаться как раз-таки футболист, который выполнил такой вот оригинальный не столько подкат, сколько прыжок за мячом. Вот этому парню, конечно, мы здоровья пожелаем прежде всего. Вот эта добавленная минута, она уже пролетела, что прекрасно видно на экранах. Дорогие друзья, благодарю за проделанную работу съемочную техническую бригаду. Большое спасибо всем, кто трудится сегодня. Всем операторам, тетровальщику, режиссеру, всем причастным за работу и за очень хорошую картинку этого матча. Замена вратаря команды Равшан состоялась. Сколько? 15, 20, может быть 30 секунд поиграет этот молодой голкипер. Можно только гадать. У меня в протоколе, ну или по крайней мере в списке предоставленном здесь Исмаил Мухторов, но у него первый номер, поэтому вряд ли это все-таки он, учитывая, что мы видели другие цифры на игровой форме. Вот, но я думаю, что не будем мы расстраиваться по поводу того, что не смог я назвать голкипера при всем желании. Главное, это итог сегодняшнего матча, те эмоции, которые получили болельщики, зрители. И 3-е место Кубка Иннопром завоевала команда Равшан Куляб, Таджикистан. Мы поздравляем игроков, тренеров, руководство этого клуба, ну и, разумеется, всех, кто болел за Равшан. И благодарим за игру, за выступление в Екатеринбурге команду ИМТ из Сербии. На этом я с вами, дорогие друзья, прощаюсь. Автор первого мяча Самуэль Афори. В котором примут участие Урал, Екатеринбург, Россия, Кызылкум, Заравшан, Узбекистан. Все самое интересное и не только, еще яркие моменты в этой подборке для тех, кто хочет еще немножечко посмотреть футбол.
Ну что ж, всем классного вечера и всех приглашаю завтра на Екатеринбург-арену. Будьте здоровы! Заканчивается матч за третье место вместе с нами. Увидимся на следующих.